путешествия сколько были уже? Ну вот, это второе уже такое очередное путешествие. Ну, месяц тоже так же. Второй длинный. Да. В прошлом году я ездил на Кавказ, тоже примерно месяц у меня длился. Вот сейчас в Крым тоже примерно в таком же режиме я съездил. Ну, это больше даже велопробег, поэтому в таком... Нет, ты, конечно, молодец, потому что я бы до Крыма ехал бы больше месяца, бы в одну сторону бы только, наверное, потому что туда и сюда в гости заехал, там интересно посмотреть. Конечно, много бы куда заезжал, поэтому бы и время долго вышло. Но я удивляюсь, как по 150. Ну, просто еще вот, почему, да, конечно, интересно куда-то там заезжать, какие-то достопримечательности смотреть, все это хорошо. Просто у меня еще велопробег мой ограничивается моим отпуском. У меня отпуск месяц. И вот в этот месяц хочется доехать до определенной точки России, да, скажем так вот. Вот в прошлом году я на Кавказ, вот, до гор у меня была цель доехать и обратно еще вернуться. Вот сейчас я выбрал Крым. Все вот эти горные серпантины, да, курортные города, много чего на самом деле там можно посмотреть. Это только месяц можно кататься по Крыму, смотреть все, это даже больше времени уйдет. И я вот свой велопробег запланировал таким образом, чтобы успеть доехать вот именно до Крыма, по Крымскому новому мосту и вернуться обратно, вот как раз ровно месяц. Вот. Самое интересное, мне кажется, было вот не то, что в самом Крыме побывать, да, а вот новый мост меня очень впечатлил. Вот, когда вот проезжал по новому мосту, прям в таком восторге ехал. И туда, и обратно, такой детский восторг. Но на самом деле такое грандиозное сооружение. Мне как самому, я по образованию строитель, интересны вот такие вот мосты, проводы, всякие развязки, они меня всегда интересуют. Интересно так. Ну, многие недоумевали, как это вот ты приехал в Крым, был там один день, отдохнул, дождь посмотрел, я поехал обратно. То есть многие едут туда-то отдыхать. Да, все так думают. Я вот уже неоднократно говорил, писал всем, то, что вот моя цель это не то, что вот там Крым посмотреть, да, покататься по Крыму, там, позагорать там на пляже, а вот именно велопробег, вот, совершить велопробег от Чувашии до Республики Крым, да, то есть включая все там области, края, республики. Вот, сама дорога моя цель. По новым дорогам. Я вот старался ехать всегда вот по новым дорогам. Туда я вот ездил там через Тамбов, Воронеж, Ростов, по таким трассам. Вот обратно я уже по более второстепенным таким дорогам приехал. Вот. Сама дорога, вот, моя цель сама дорога. Не, Андрей, ну честно, похвально, что ты вот рабочий человек такой, как бы не шибко вольный, как мы, например, да, и весь свой отпуск вот посвящаешь именно дороге. Это, конечно, очень сильно. Сколько дней осталось? Да, неделя еще, неделя есть. Ну, следующей неделе. Я думал, ты завтра уже на работу выходишь. Нет, еще есть неделя, отдохнуть там. Ты дома в деревню поедешь, да? Да, в деревне, дома отдохну. Как отдохну? В принципе, я даже так особо не стал, если честно. А сколько у тебя по финансам ты считал, вы что сейчас По финансам, да, по финансам немного. Вот на самом деле я деньги тратил только на питание, это в основном у меня. Ну и то я вот в кафешке никогда не заезжал, там в гостиницах, в отелях я не ночевал ни разу. Ну, в Крыму вот мне пришлось там один день снять, постираться, помыться, как бы вот. По финансам самый минимум, я вот заезжал в магазины, покупал буквально там хлеб, тушенку, я вот питался, гречку там сваришь, рис с тушенкой вот так вот. Вот. Ну, по финансам где-то вот за месяц, если на питание только где-то 1007, наверное, 8, вот так всего. То есть там буквально 200 рублей в день, не больше, даже меньше. Я вот смотрел, у тебя там газа сколько ушло? Костра, газа использовали. Да, костры я не разжигал, потому что костры, конечно, это хорошо. Просто На месяц сколько газа может? вот у меня, ну как будешь пользоваться, у меня ушло, по-моему, баллончиков 6, по-моему. На целый месяц. Ну да, костры, конечно, хорошо, но они очень много времени занимают. Пока дрова соберешь, пока разожгешь, пока сваришь. это нет просто. Это уже сколько, уже часа полтора, наверное, как минимум. Да. А тут очень удобно как бы. Вот.
были костры разжигать не только в сухую погоду. Да, сухую, тем более опасная сейчас. Вот, в основном это была погода, я туда ехал, сухая, Ну, жаркая. тебе фартануло с погодой вообще хорошая. Мы сами здесь удивлялись, чуваши сидели. И вот, и погода, и, кстати, я вот еще вот ветер, кстати, мне тоже был все время практически попутный, что я туда ехал, они такие восточные, северо-восточные, то есть они подгоняли меня туда. И на обратном пути уже они такие запады, юго-запада, вот, то есть вообще удачно меня с ветрами повезло. Вот ветер, кстати, тоже помогает очень много в пути. Если встречный ветер там, и ты мало проедешь, и настроение уже у тебя не такое. А вот когда ветер попутный, вообще замечательно, как на парусах летишь. А вот у тебя за 4000 километров какие были поломки? Поломок как таковых у меня не было. Ну, шины это как бы, они стираются, прокол они бывают. Вот. Единственное, пришлось мне покрышки поменять. Но они у меня изначально уже были довольно-таки изношенные. По-хорошему, мне, конечно, их надо было еще в Чебоксарах до отъезда поменять, поставить новые. Вот. Ну, туда я абсолютно без проколов, без ничего доехал. Обратно еще там до Ростова. Вот. В Ростовской области уже обратно у меня не то что прокол, у меня шина просто стерлась, там появилась дырка, и камера уже так выпячила. Вот. И в Ростовской области, в Константиновске, мне пришлось поставить новые покрышки. Кстати, вот в Константиновске я там земляка совершенно случайно встретил. Вот. Дело было с утра, заезжаю в Константиновск, мне надо найти веломагазин. Ну, чужой город, не знаешь, там гаражи. И человек сидит, подошел к нему, спрашиваю, где, значит, можно тут веломагазин найти поблизости. Разговорились мы с ним, Сергей его зовут. Оказался чуваш, с нашей Чувашии, с Урнарского района, вот сейчас, к сожалению, деревню не помню родную, вот, он мне помог найти веломагазин, на машине мы с ним поехали в веломагазин, купил я покрышки, велик пока него оставил, и все вот так вот удачно все сложилось, он еще там продуктов набрал целый пакет в дорогу, вот, ну, вот так вот встречаешь земляков. Я, кстати, не раз, там, не два, постоянно их периодически встречал. У тебя сзади флаг стоит, да? Вот, наверное, они на это тоже многие Да, кстати, да, вот замечали, останавливались. велосипед у меня вот там флаг такой чувашский, еще там 21 РУС, так, ну, стилизованный вот автомобильный номер я сделал. Они видят там 21 регион и останавливаются, спрашивают там вот откуда, чего, как, куда. Следующий год куда поедешь? Следующий год, не хочу врать, вот не знаю, пока точно вот. Я вот Куда ветер в подул? прошлом году я вот как с Кавказа тоже приехал, я тоже не знал, что нынче я вот в Крым съезжу, да, я не знал. Ну, не знаю, врать не хочу, загадывать не буду. Где мост построят? Может быть. Ну, по-любому, может не так далеко, да, ну, велосипед я уже точно не брошу, такие путешествия я уже точно не брошу. Пока не знаю, не могу сказать ничего такого. Но на велосипеде я вот, он у меня еще заменяет как общественный транспорт, я вот на работу, с работы, постоянно на велосипеде, что зимой, и осенью, весной, и летом, как круглый год. Такое. Не то, что там какое-то это у меня развлечение велосипед, да, а вот общественный транспорт заменяет у меня, личный транспорт у меня, есть машины. Побольше же таких людей. Ну, надеюсь, будет больше. Каждый человек сам должен к этому прийти, заставлять смысла никого нет. На работу 500 метров на машине. Конечно, земляки, как вы сюда попали? Нет, не спрашивал. Ты же на море вообще ж там, да, не бывал? Я что-то у тебя там вчера вот решил посмотреть, ты там был на море или нет? Я видел, что у тебя типа цель написана была, что не загорать на пляже. Да. Я вот буквально доехал до моря, до поселка Приморский, там рядом с Святогорском. Ну там ненастная погода была, просто очень сильные ветры там. Я хотел покупаться, как увидел эти волны там с меня высоты. И это, ну что-то не рискнул купаться я как бы. Поэтому
Ну, у меня же, я говорю, дорога была, цель дорога, доехать до туда и А обратно. конечная точка, вот, ну, Да, Крым, да, вот, ну, да, то есть какой как бы- населенный пункт? Да, вот до моря как бы доехать. Вот, ну, я вот самый первый, вот это там Феодосия, Приморский поселок. Вот. Ну, как бы я до туда доехал, отдохнул там денек, комнату я снял там, вот, помылся, постирался. 30 числа же выехал, точно сегодня. Вообще, оказывается. Годовщина. Значит, не просто так себе. Случайная встреча, не случайно. Ты в Турцию, да, получается, ездил? Ты когда ты? В прошлом году? Ну, там, да, 30 сентября я выехал, на Турцию я поехал 2 февраля. Это ты как? Это ты взял отпуск, и ты не работал, либо как? Не работал. Да я не брал отпуск. Я просто, ну, там работал, как бы, можно сказать, для себя. Вот, все, потом чуть-чуть денег заработал, поехал. Я так. Классно. В Турции как? Какой у тебя был маршрут в Турции? Турция я объехал, получается, по побережью. Кого-то встречи сегодня с вами. Не, мы с ним уже пообщались. В Турции я, получается, объехал, ну, три моря, получается, по побережью. Черное, мраморное и Средиземное. Ну, до Анталии, получается, доехал. А с Анталии уже, как бы, срок пребывания в Турции заканчивался. Вот я поймал попутку, короче, доехал обратно, поехал в Грузию. Вот, вернулся в Грузию, через Грузию в Азербайджан. Прикольно. Что приехал? Я там. И доехал. Куда я делся себя? Ладно, все, ребята, Давай, давайте. пока. Снимаем, как будто его в дорогу отправляем.